Доброго времени, друзья! С вами группа мастера варгана волшебного звукотворцы. Я Андрей Солнцев. Сегодня у нас на обзоре хомус мастера Василия Коваценко, город Саратов. Хомус поставляется в кожаном футляре из толстой ременной кожи, толщина 5 мм. Футляр надежный, хомус в нем не болтается, не брякает, держится надежно. Так, теперь непосредственно сам хомус. Рама выполнена из нержавеющей стали, титаносодержащей. Язычок вороненый. Рама 90 мм. Язычок от выхода из заделки до загиба 85 мм. Колено 17 мм. Звучание. То есть отличная вибрация. Это нота ре. Пробуем звук. Хомус отлично воспроизводит артикуляцию, дыхание. Так ведет себя хомус при игре разным боем. Зазоры у хомуса минимальные, то есть требует точности ударов, но он, соответственно, и звучный. Соответственно, он для концертов хорошо пойдет. Ну и при неточном ударе он немножко звякает, то есть задевает задеки, это нормальное явление. То есть нужна хорошо поставленная рука. Ну, хомусы мастера, то есть имеют явный прогресс в изготовлении. Это несколько лет назад у меня появился хомус от мастера. Ну, то есть вот тот хомус, это года лет 5, может, было назад. И вот этот хомус, это небо и земля. Звучание гораздо лучше. То есть видно язычок из другой стали. Соответственно, качество звука другое. Язычок выставлен, соответственно, отлично. То есть в данном случае без нареканий. По высоте колена. Высота колена 17 миллиметров. Ну, вот я считаю, это мое мнение, что он более оптимизирован для нижнего кистевого боя. Верхним боем, конечно, можно играть на нем, да? Но сложновато. То есть под верхний якутский бой нужно колено повыше. Такая рекомендация тем, кто будет заказывать у мастера. Если под верхний бой, то колено где-то 22 миллиметра. Стандарт якутский. Будет тогда хорошо. То есть, ну и думаю, потенциал звука будет выдаваться более.
полный. А так хомус отличный, мне нравится. То есть нареканий по нему нет. Звук вот в ладошку. Вот, пальцем. То есть даже вот, видите, то есть по звучанию, по внутренним ощущениям, вот честно скажу, то есть это, как говорится, не рекламный ход. Вот мне он напомнил варган мастера Сергея Пужова. У меня, к сожалению, в ноте ре нет его хомуса, а вот есть контрактавы ля. И вот, ну, этот хомус, соответственно, у него язычок покороче. И ну, у того язычок подлиннее. Ну, вот, похож звук. Вот все-таки, как говорится, по структуре звука схожесть есть. То есть это никакая не реклама. Это действительно, то есть я на удивление сам обратил внимание, потому что ну, хомусы Сергея Пужова все-таки можно считать эталонными. Ну, вот приближен к нему. То есть прям вот здесь нота повыше, но вот структура звука такая же. Возможно, на язычке используется та же самая сталь. Вот, кстати, клацает тоже, чтобы не говорили, что вот там вот Василия клацает. Все язычки имеют свойство при неаккуратной игре клацать. Ага. Ну так, звук похож. Многие, конечно, против того, чтобы сравнивать хомусы мастеров. Ну, в данном случае просто это как факт. Вот так звучит хомус мастера Василия Коваценко. Кому понравился звук, заказывайте. У Василия много рекомендаций от разных мастеров игры на хомусе. Поэтому обращайтесь к мастеру, заказывайте. Но еще раз напомню, что вот для якутского боя надо колено повыше заказывать. Это для нижнего кистевого оптимизирован все-таки. Так вот. Хомус мастера Василия Коваценко. Город Саратов. Вот так он выглядит. С вами была группа мастера варгана, представительство музея варганов города Елабуга в городе Сатка. Я Андрей Солнцев. Всем пока. До связи.